в 2017 году готовилась со стороны первого зама МВД Российской Федерации генерала Горовок, где дает указания начальнику управления внутренних дел по Смоленской области Салютину провести расследование закона получения российского паспорта глава таджикской диаспоры в Российской Федерации Карамату Шарипу. Данное расследование было проведено. Расследование было проведено с одной целью. Несмотря на всю законность получения гражданства как офицера, как участника боевых действий, решили, что в 1992 году, якобы находясь в Таджикистане, проходил военную службу в вооруженных силах Республики Таджикистан. Уважаемый Владимир Владимирович, если пролистать историю образования новых государств после распада Советского Союза, а последующие образовались в вооруженных силах, то Таджикистан в 1993 году создавал свои вооруженные силы. И речь не может быть, так как на отправленный запрос моим адвокатам на имя министра обороны российский господин Шойгу, последующий поступивший к нам ответ, называя, что Таджикистан образовал свои вооруженные силы в 1992 году. Вы прекрасно понимаете, что в 1992 году в мае война гражданская на территории Таджикистана. И образовать невозможно было даже те техники и вооружений, они все были находились в подчинении российского государства, а в целом блок СНГ. Потом еще говорит о том, что политический заказ, который проводился 3 генералами, с одной стороны, если изучать поглубже, то они совершили не по своей воле. Господин Салютин, господин Казаков, генерал, господин Горовок, они выполняли заказ, который исходил из акционеров торгового центра Люблино и рынок Садовод на 14 километре Московская кольцевая дорога. Владельцы этих рынков являются выходцами из советского государства, горные наши евреи, последующие они граждане Израиля, в лице Амар Магомедовича, в лице, знаменитый для нас как предприниматель Захаров. Это лица знали, что граждане Таджикистана, а их более 10 тысяч, трудящиеся на территории данных рынков, они могут сказать о своих правах. Нам же запрещали им читать наши газеты, в том числе те газеты, которые выходили обращениями на ваше имя. Именно Общероссийское общественное движение является учредителем газеты «Голос таджикистанцев». Мы доводили до наших граждан, что всегда можете обращаться к руководству, к правоохранительным органам российского государства, в том числе к нам, и будет оказана вам правовая помощь. После того, когда получен был материал расследования в июне 2017 года, недостаточно было для того, чтобы до вас довести главный вопрос. Я знаю, что в 2014 году, 3 ноября, где проходил Совет при президенте по национальным вопросам и безопасности, до вас тогда довели, что некоторые лидеры национальной диаспоры собираются, организовать митинги из числа трудовых мигрантов. Это было введение в заблуждение. Именно 29 октября 2014 года в моем доме в присутствии понятых представителей МВД Восточного Юго-Восточного административного округа подбросили листовки с призывом «Аллаху Акбар». Они должны были это все зафиксировать в протоколе, но они отказались. Потому что и понятые, и мои дети, которые закончили высшее учебное заведение в России, видели, каким образом они залезли в гардероб, положили в карман. И внизу стоял автобус с образом. Для чего? Для чего это все делается на министром российской власти? Несмотря на это, мы обратились в Московский городской суд. Дело было выиграно в нашу пользу. В 2015 году, 16 января. Мы думали, что справедливость восторжествовала. Оказался, после того, когда войти в дом, не добиться своих успехов, они решили открывать уголовное дело по отношению меня и членов, участников Координационного совета Общероссийского общественного движения. Последующее дело было закрыто. Несмотря на все наши усилия,
на все наши действия, работа с представителями правоохранительных органов российского государства и Таджикистана, не удалось нам найти диалог. Задача наша была, что Россия должна знать в мире как правовое государство, а нас убеждали в том, что Россия была государством, которое всегда диктовало народу, и его союзники будут делать то же самое. Я думал, вы не согласны, и в том числе и я, с теми постановками, которые делали ваши коллеги, может быть, наши супруги. Самое страшное, когда вопрос возник 30 ноября 2017 года, я обращался в суд за то, что был изъят у меня паспорт незаконно. На момент суда, в котором присутствовали также правозащитники, адвокаты, оказались более 60 оборотней в погонах, в коридорах на втором и третьем этаже. Они были, соответственно, в гражданской одежде. Подготавливали второе и третье дело по депортации и изъять мои имущества, собственно, то, что квартиры были мои дети. И так открылись 3 дела административных. С 30 ноября по сегодняшний день остается еще не рассмотрено и одно дело в Верховном суде Российской Федерации. И, скорее всего, рассматриваться не будет, так как есть решение суда Московской области, где ходатайствовали от 18 июля моим адвокатом, где есть определение продления срока, соответственно, принять во внимание, а передать дело в Верховный суд. Кассационную жалобу отказать. Это я говорю о правовой стране, которая не раз, господин уважаемый президент, заявили, что в стране есть суд. Но народ избирает президента, не судью. Судьи находятся под давлением этих же генералов. Соответственно, по делу о взятии паспорта от 30 мая такое же решение принимает, что, учитывая, что продление срока оставить, а рассмотрение жалобы, кассационной жалобы, отказать. Нам оставалось только, соответственно, идти. И заранее мы знали, что будет такая же постановка вопросов подобного решения, можно назвать, на уровне Верховного суда и Московского областного суда. Почему не рассматривается? Скорее всего, уже у вас возникает вопрос. Скорее всего, те лица, которые совершили подобные преступления, в начале суд 30 ноября 2017 года, потом арест все приемники, а потом в наручниках посадить на российский самолет, отправить в Таджикистан, глава таджикской диаспоры. Они этого все добились. Они почувствовали, что нет больше гражданских институтов, где их будут рассматривать. Потому что более 5 лет Российская Федерация не принимала участие в парламентской ассамблее Совета Европы, где именно говорится о правах граждан. Именно те санкции, которые приняты было по отношению к России, не только по отношению к тому, что было, значит, аннексию Крыма, или Донбасса и Луганска. Именно есть достаточно много дел, касается права граждан, проживающих на территории России, из числа тех, которые они являлись гражданами для России соседями. Об одном едином блоке можно говорить о ДКБ. Я хочу самого главного. Лица, которые обраны в погонах, мы сами военные, мы тоже носили погоны. И в любое время готовы стать на защиту России, как это сделали наши отцы и деды. Мне очень хотелось бы понимать, и миллионы, значит, офицеры, военнослужащие сегодня ждут, какого решения с вашей стороны будет принято. Потому что до вас доведено было достаточно обращений, мои заявления, члены моей семьи, супругой, адвокатам и правозащитникам не дошли. До уполномоченной Татьяны Маслаковой, которая угрожала нас, что если будете повторять, писать подобные, значит, заявления, то, соответственно, вам не будут отвечать. Это угроза. Но при этом она бегает на Украину и правильно делает, что надо освободить Кирилловичнинского журналиста РИА Новости, потому что он не причастен. Я тоже считаю, что он не причастен, к этому относятся украинцам превзяточно. Но 30 ноября 2017 года был заговор. Что они сделали? Они организовали на территории торгового центра, но до этого драка, что якобы появление глава таджикской диаспоры, это уже дает возможность ввести в заблуждение президента, что он ведет политику против российского государства. Да, был избит гражданин Таджикистана,
Навруз Каримов. На третий день, вместо того, чтобы провести расследование, он был отправлен при поддержке посла Таджикистана в России и Мухаммеда Сатторовича и представителей правоохранительных органов на родную землю. Почему я называю заговор? Вы когда отвечаете на различные вопросы, господин президент, в различных странах на пресс-конференции, вы часто говорите, добиться мира на Украине надо выполнять Минские соглашения. Вы абсолютно правильно говорите, что надо защищать русских различных территорий Донбасса. Почему должны их убивать? Те же бендеры, те, которые мы называем еще остатки, тогда же называем Адольфа Гитлера как фашизм. Мы также переживали. Мы также устали отправлять по 2-2,5 тысячи гробов с России. Но при этом ничего не расследовалось. Мы этого хотели добиться. Если об этом не говорит руководство Таджикистана, как партнеры в стратегическом с Российской Федерацией, то об этом говорит народ, говорит правозащитники. Те правозащитники, которые родились, выросли в советском государстве, а последующие их не были близкие родственники в Таджикистане. Мы не должны их бросать. Почему я называю заказные? Потому что когда на момент, у меня есть бумага, и благодаря Таджикскому суду, это предоставлена бумага мне, это есть оригинал, замминистра иностранных дел Краюшкин Российской Федерации дает указание господину посла Таджикистана Имаду Сатторичу. Это происходит буквально перед рассмотрением моего дела до 30 ноября 2017 года. Подготовить справку, обратите внимание, подготовить справку возвращения на родину на главу таджикской диаспоры в России Карамата Шарипа. Да при этом он знает прекрасно, потому что я получаю следующую бумагу от Марии Захарова, что на момент прохождения вашей службы вы были в составе СНГ. СНГ подчинялся российскому государству. Со слезами на глазах господин посол Таджикистана Имаду Сатторич пишет своему руководителю Аслову, что заставляет меня написать подобную справку возвращения на родину. Где это происходит? В стране, которая собирается остаться вечно победителем Великой Отечественной войны, которые воюют сегодня против детей, которые их отцы и деды погибли за освобождение российского государства, Беларуси, Украину, потому что война там закончилась. Господин Горобок, первый замминистра МВД, пишет следующие бумаги. Страшно для каждого из нас. Ускорит вариант. Если не было бы средств массовой информации, не было хотя бы те люди, которые любили свои профессии, то Иван Голунов сгноил бы в тюрьме. Он плакал. Он сидел, он не курил, даже не пил. Его обвиняли в оборотне в погонах. Вы заговор вели против меня, меня наказывали, правильно. А зачем наказать члены моей семьи, мою супругу? Также она была на полигоне, я не знаю, что, скорее всего, и ваша супруга, господин президент, был на различных полигонах, в различных палатах. Как можно думать о будущем взаимоотношении Таджикистана, а точнее народа Таджикистана с Россией и других стран? Я вам приведу цифры. За последние 10 лет более 800 тысяч граждан Таджикистана, большинство из них поставлено запрет на территории Российского государства. Более 800 тысяч. Об этом вас просил господин Рахмонов, президент Таджикистана, что надо решить вопрос с тем, что они могли посещать Россию. Соответственно, снять их запрет. Эти люди даже судью в глаза не видели. Я вам почему это говорю? Когда в деле, в моем департате так называемый, откуда появляется другая женщина, бумаги дает судью, не изучает. Она еще 93-го года рождения. Вот настолько мы, оказывается, когда с суровыми, умными людьми, или с другими тупыми можем называть, не читаем ни одной бумаги. И верим, что сотрудников управления Федеральной миграционной службы. И запрещает даже мою супругу, якобы она департамент. Нет, моя супруга гражданка России. Она и гражданка Таджикистана, имеет двойное гражданство. Почему я называю заговор? Заговор происходил между кого? Я думаю, это не между вами двумя президентами идти заказать такой политический, вот это непонятный для цивилизованных странах, избавиться от человека.
заговор против человека и его членов семьи организовали те лица, которые я назвал, образ не в погонах на уровне Министерства МВД и КГБ, ФСБ России, и, соответственно, представители силовых структур Таджикистана на уровне МВД. Разве что-то не будет делаться в нашем современном России бесплатно? Допустим, всему уехали, правозащитники, в каком положении будет находиться сам народ, который прибывает туда? Их же практически уже нет. Вы прекрасно знаете, что укрепление СНГ, это в первую очередь играет роль, позиция в правовой форме. Не только можно войти как в военном блоке, как можно войти в других структурах, так называемых ШОС, но интересует сегодня народов СНГ, какова судьба будет этих же детей же. Они должны иметь общественные организации, они должны иметь свои средства массовой информации, они должны иметь, соответственно, в первую очередь, газеты, могли читать. И бесплатных адвокатов должны предоставить сами национальные диаспоры. Но они закрыты же. Уважаемый президент, я попросил вас, чтобы вы обратили внимание на самое главное. С моей стороны было подготовлено официальные запросы на имя генерального прокурора господина Чайка. В следствии комитете по Бастреке я получил ответ. Не верится, что когда создавались комиссии или отправили указания расследовать данный материал, я получаю ответ от тех лиц, начальника миграционной службы по Люберецкому району. Он совершает преступление, он мне пишет ответ, что если вы не согласен, обращайтесь в суд. Какой суд? Ну тогда напишите. Страстно. Заговор против человека и члена семьи всегда предыдущие руководители, парламенты, законодатели России, общественные, они всегда считали, что это не хороший принцип работы. Всегда осуждали. Но это совершается. Я читаю по интернету, уважаемый президент, частично встречаю, что происходит, когда по именем сотрудников ФСБ России в разных, даже в Восточной Европе и внутри России за большие деньги привозят людей, якобы они являются таджикскими оппозиционерами. И я уверен, что господин президент об этом не знает. Это просто есть бизнес. И для этого толкает ряд стран Содружества использование Россию привести тех граждан, которые работают. Может, когда-нибудь сказали слово там, жить хотим по-человечески, хотим изменения структуры в государстве в своем собственном, разве запрещается? Но их этапируют. Последние события, вы знаете, что причастие Федеральной службы безопасности Российского государства совместно с Таджикистаном привезли в Москву с Норвегии гражданина Таджикистана Шарафиддина Гадоева. Хороший и плохой, пускай оценка ему дает власти Таджикистана. Я думаю, такой же принцип нет работы между двумя слоями структурами. Что именно оказать или привести кого-то на территорию чужой государства с помощью других силовых структур, это позор. Все законно, что на сегодняшний день, у меня уже 57 лет, принимается решение, что гражданин Российской Федерации Шарипов Карамат Бакоевич, так как по проведении расследований, последующих судебных решений, отказать ему выдать пенсию военную. Вот 57 лет можно работу найти? Если всю жизнь, находясь, работаешь в советском государстве, потом все отдаешь в Россию. Почему это все я вам говорю, уважаемый президент? Недавно, буквально недели-две назад, Комитет при Государственной Думе Российской Федерации, законодательный орган, утвердила вопрос, связанный, что получение гражданства всем бывшим советским государствам и их родственникам близко. А что мы будем держать до пенсии с паспортами российскими? Они же будут платить пенсионный фонд. А потом от них будем отказываться. Я не понимаю, когда в стране происходят подобные вещи. Почему люди ориентир берут на других странах Запада и Америки, там и живут, скорее всего. Но нам в нашем возрасте искать Америку и Европу не надо. Я написал трижды вам обращение на прямой эфир народу.
Я ничего не получаю ответа. Там же написано, что. А чьи имя? Какой-то вопрос. Вопрос серьезный. В Конституции Российской Федерации написано, что все граждане, независимо от национальности, от цвета лица, от их вероисповеданий, они равны перед законом. А те лица, которые совершили преступление, то я здесь озвучил их фамилии, они должны быть наказаны российскими законами. Я надеюсь, что нынешние парламентарии Российской Федерации, которые уже будут принимать участие, а их приняли в парламентской ассамблее Совета Европы, ознакомиться с моим материалом, который предоставлен моим адвокатам Европы, и доведут до вас. Все, где было сделано, не по-человечно. Бояться не надо, когда у людей есть рейтинг или уважение со стороны народа. Как к вам относится российский народ, я думаю, этим надо гордиться. Пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи, всегда считал так: если вы правдивы, то у вас дорога должна быть только прямая. Не надо углом загибать в разные стороны, надо идти только прямо. Все это Бог видит и вам поможет. Вы все правильно делаете, что вы не отказываетесь от тех решений, которые вы считаете, для этого необходимо российское государство. Я знаю вас, вы человек, который заявили неоднократно: я националист. Когда вам задали вопрос, таких много в России, вы назвали 146 миллионов. Тогда у меня был паспорт. Значит, тогда вы назвали меня, что я вас поддерживаю в вопросе быть националистом, любить свой народ. Потому что вы самое главное, вы сказали, господин президент, благодаря других народов образовался русский человек, русский народ. А вот этих народов, которые благодаря тогда надеются на мудрость русского народа в вашем лице. Спасибо вам огромное.